За 26 лет Ингушетия прошла тот исторический отрезок, который другие регионы проходят десятилетиями. С днем рождения, Родина! 26 лет Республики Ингушетия. Месяц щедрости, милосердия и добрых деяний ради Всевышнего. Более 2000 гостей собрал шатер Рамадана в Насырхорте. Президент становится чемпионом, на него одевают футболку, не такую, которую он выходил, точно такую же, просто золотыми буквами. Чемпионами не рождаются, ими становятся. По приглашению главы Ингушетии в республику приехали Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы. Вылеты ориентировочно будет 8, 9, 10 година по 20 день. Срок приема и оформления документов для паломников продлен. Насколько, расскажем в этом выпуске. Мы искренне надеемся, что наш визит для них станет небольшим праздником. Подарки больным детям. Сотрудники фонда соцстрахования навестили воспитанников дома-интерната в Троицком. На канале Ингушетия Новости 24. Добрый вечер. Начинаем выпуск с главной новости. Сегодня Ингушетия отмечает свой день рождения. Ровно 26 лет назад, 4 июня 1992 года, Верховный Совет России принял закон об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Признание самостоятельного региона – это то, к чему шел ингушский народ многие годы. И теперь у нас своя конституция, гимн, герб, флаг. Ингушетия считается одним из самых стабильных и стремительно развивающихся субъектов страны. О пути становления и созидания региона – репортаж Индиры Манкеевой. Ты не боялся с высокой трибуны провозгласить, что род твой не изгой. Ингушетия, как полноценный субъект Российской Федерации, считается одним из самых динамично развивающихся. В истории региона немало событий, которые повлияли на процесс становления. Сегодня республике исполнилось 26 лет. Стабильность, безопасность, улыбки детей и счастливые на своей родной земле взрослые. Это то, о чем когда-то ингуши только мечтали. А сегодня это реальность. У нас на самом деле республика развивается очень динамичными темпами. Мы наблюдаем хорошие показатели, достижения хороших показателей в сфере культуры, спорта, здравоохранения, образования. У нас строятся новые сады, школы. На сегодняшний день я, как представитель молодого поколения, могу сказать от себя, что молодежи Республики Ингушетия уделяется огромное внимание. Черно-белые кадры, снятые несколько десятков лет назад, как будто олицетворяющие саму жизнь народа на тот момент. В 1934 году Ингушетия и Чечня были объединены в Чечено-Ингушскую АССР. Административный центр, структурные органы и культурные объекты были сосредоточены в Грозном. Ингушетия же становится преимущественно аграрным районом объединенной республики, по сути, не имея ни статуса, ни экономики. На всенародном референдуме 1991 года подавляющим большинством ингуши проголосовали за сохранение статуса российского региона. Мечта целого народа стать самостоятельной единицей государства сбылась через год. Статья 1. Образовать Ингушскую республику в составе Российской Федерации. Насколько рискованным было это решение, настолько сильно народ надеялся на благополучный исход. Было тяжело, не имея никакого основания ни парламента, ни конституции, ни экономики. 4 июня 1992 года на карте России чуть ли не на чистом поле появляется новый субъект – Ингушетия. Мы радовались каждому успеху, когда вот открыли аэропорт, знаете, когда первый самолет приземлился, когда приняли закон о государственном гимне, когда приняли закон о государственном флаге. Вот это все-то мы запомнили. Давайте и не забывать все это.
вот то, что мы приобрели, дал Сегодня и экономика, и промышленность, и здравоохранение, и образование – все сферы жизнедеятельности республики на высоком уровне. Если посчитать, то за последние 10 лет в республике построено или отреконструировано около 500 объектов социального значения. И это рекордная цифра для региона, которому всего 26 лет. Сектором развития всей республики руководство региона давно уже определилось. Мир и благополучие граждан – главная задача. За 26 лет Ингушетия прошла тот исторический отрезок, который другие регионы проходят десятилетиями. Безусловно, нужно всего лишь оглянуться вокруг для того, чтобы понять, чего мы добились за последние годы. И речь не только о столице нашей Ингушетии, городе Магас, но и о республике в целом. Ведь совсем недавно мы не могли и предположить, что, пройдя такой тернистый путь, мы выйдем на передовую наравне со многими успешными республиками нашей страны. Но необходимо помнить одно, что процветание нашей любимой Ингушетии только в наших с вами руках. И только мы, сплотившись воедино, сможем приумножить все достигнутые результаты. Индира Манкива, Хаваш Гойгов, Новости 24. С 26-й годовщиной образования республики жителей поздравил глава региона Юнусбек Евкуров. Цитата. «Важной вехой в жизни Ингушетии стало принятие закона об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Прошедшие более четверти века по праву считаются периодом эффективного развития социально-экономической гуманитарной сферы региона, укрепления его безопасности. Достигнутые нами в последние годы результаты свидетельствуют о правильности избранного пути и его перспективности. Ингушетия по праву занимает важное место в общественной жизни России, вносит весомый вклад в ее социально-экономическое благополучие. От всей души желаю жителям Ингушетии здоровья, каждому дому благополучия, а нашей прекрасной, уникальной земле мира и процветания. С Днем Республики Ингушетия». Конец цитаты. Поздравительные письма поступили в адрес главы республики Юнусбека Евкурова. Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко отметила, что в ходе своего становления республика прошла непростой путь, но даже в годы суровых испытаний жители республики неизменно вносили весомый вклад в укрепление материального, культурного и духовного потенциала страны. Защищали ее независимость и территориальную целостность, бережно хранили и приумножали богатые традиции предков. Конец цитаты. А полномочный представитель президента России в СКФО Олег Белавинцев подчеркнул в своем обращении, что благодаря активной и продуктивной работе руководства республики во взаимодействии с федеральным центром в городах и селах субъекта открываются новые школы, детские сады и спортивные комплексы, больницы и дома культуры, возводится жилье. Нет сомнений в том, что настойчивость и целеустремленность жителей региона позволят Ингушетии достичь намеренных целей. Благополучия и процветания в День Республики пожелал Ингушетии и глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом он написал сегодня на своей странице в Facebook. Политик отметил, что Ингушетия, как и Крым, самые молодые регионы Российской Федерации. Аксенов выразил надежду, что взаимосвязь между субъектами будет крепнуть и дальше. Развитию образования в регионе уделяется особое внимание. Доказательство этому – масштабное строительство объектов, направленных на сокращение очередности в детских садах и увеличение мест в школах, а также ликвидацию двухсменного обучения. Подробно о развитии сферы образования в регионе расскажет Залина Магушкова. Новая современная школа на 704 и детский сад на 220 мест. Сразу два подарка преподнесли жителям микрорайона Юбилейный в Назране в марте текущего года. На торжественном открытии полпред президентов СКФО Олег Белавинцев заявил, что открывать такие объекты – самая приятная миссия, а Ингушетия – пример для многих по выполнению государственных программ. Республика Ингушетия отличается очень хорошими темпами роста населения, и мы все вместе с вами этим гордимся. Но вот такое положение налагает особую ответственность на руководство республики, и мы видим, что руководство республики справляется с этой задачей обеспечения наших детей качественными учебными и дошкольными
образовательными учреждениями. Сегодня мы видим, что вот на эти учреждения государство выделило более 600 миллионов рублей, но они потрачены и израсходованы на очень нужное дело, на наших детей, на наше будущее. Очень приятно, что вот таким образом у нас есть сегодня люди, которые строят великолепные дома. Общеобразовательное учреждение стало еще одним украшением микрорайона. Здесь 5 разноцветных корпусов здания, 60 рабочих кабинетов, пищеблок, столовая, библиотека и читальный зал, а также кабинеты для занятия хореографией, медпункт. В новую школу перешли учащиеся со всего микрорайона и дети из района 105-го массива. Мне она нравится, потому что тут разноцветные парты, она большая, просторная. Эта школа отличается от нашей. Чем отличается? Тем, что она большая, красивая и новая. Еще одно образовательное учреждение, но уже для дошколят, открыли рядом. Новый детский сад рассчитан на 220 малышей. Но первых своих воспитанников эта планета детства примет уже с началом нового учебного года. Именно тогда начнутся и первые занятия для ребят. Здесь будет 12 групп, 3 из которых ясельные. У меня, в принципе, 4 детей, все входили в садик, но у нас старого образца садик был. Но то, что сейчас в основном строя, вот то, что большой акцент делают на школы, на детские сады, если честно, это я радуюсь лишним, потому что я по себе судила, когда целый день ребенок дома, одно и то же, а вот в садике ребенок уже развивается, мероприятия, много чему учат. Также в марте месяце новую школу на 540 мест открыли в Карбулаке. С открытием этой школы сразу в 3 карбулакских закрылся вопрос с двухсменкой. 3-этажное здание возвели менее чем за год. Несколько десятков учебных классов, оборудованные по последнему слову техники, кабинеты химии, физики, информатики. Большое внимание в школе будет уделяться и дополнительному образованию. Общее образование, школы, дошкольное образование, высшее образование – это то, чему сегодня наше государство отдает приоритет. Именно поэтому в прошлом году председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев в Владикавказе принял решение о выделении дополнительных денег Северо-Кавказскому федеральному округу для строительства школ, в которой, к сожалению, мы еще ощущаем большой дефицит. И очень прекрасно, что за этот короткий промежуток времени здесь, в городе Карбулаке, появилась новая школа. Она создаст хорошие условия для учителей, которые смогут действительно вам дать те знания, которые помогут вам быть достойными гражданами своей республики, помогут быть вам достойными гражданами нашей великой России. Но самое главное, дают вам возможность, чтобы ваши мамы и папы вами гордились, чтобы вы действительно оправдали их надежды, чаяния. А в новом микрорайоне для жителей, переселившихся из оползневой зоны, открылся детский сад на 220 мест. В таком важном событии для республики принял участие артист Евгений Петросян. Он отметил высокие темпы развития нашего региона и выразил надежду, что своего интенсивного курса Ингушетия менять не будет. С самого раннего детства детей надо обнимать, целовать. Что это означает? Это означает, что они потом, это запомни сейчас, потом они станут добрыми. Они будут также относиться к окружающим, как вот они это восприняли в раннем возрасте. Образование в республике сделало значительный рывок вперед. О высоких показателях в этой сфере и планах на будущее говорил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров в своем послании Народному собранию в апреле текущего года. Теперь перед Республиканским министерством образования поставлены новые задачи, над решением которых им необходимо будет работать в течение 2018 года. Очень много внимания уделил в своем послании системе образования. Это не случайно. Под воспитание нашего подрастающего поколения это всегда было и остается приоритетным направлением. К примеру, если говорить о развитии системы образования, то в прошлом году за счет реконструкции старых и строительства новых объектов мы построили 20 школ. В 2018 году мы закладываем 18 объектов в сфере образования. Это 8 школ и 10 детских садов. Я считаю, что республика в этом направлении развивается очень стремительно. И в своем послании глава поставила ряд конкретных, я бы сказал, очень важных глобальных задач на этот год. И заверяю вас, что все эти задачи будут исполнены.
Еще в январе прошлого года свои двери для учеников распахнули сразу 3 школы, в том числе 5-я Кажевская, рассчитанная на 540 ученических мест, уютные и комфортные классы, полностью оснащенные для проведения лабораторных работ. В школе предусмотрены и раздельные мастерские для мальчиков и девочек. Одни смогут заниматься шитьем, а другие работать на токарных станках, плюс большая библиотека и спортивные секции. Она собой представляет школу, состоящую из 4 корпусов. Вот первые 2 корпуса вы видели, они двухэтажные. Эти 2 корпуса отведены строго под учащихся начальной школы и административный персонал. А сам центральный корпус, это 3 и 4 корпуса, они отведены для учащихся среднего и старшего звена. А в конце января новоселье справили около 600 сунжинских школьников. Новые корпуса первой городской школы построены на месте старого здания, которое планировалось реконструировать. Но после экспертной оценки его было решено снести. Строителям понадобилось чуть больше года, чтобы возвести сейсмоустойчивый объект, отвечающий современным стандартам. Надеюсь, что дети, обучаясь в этих школах, видя вот эти новые изменения, будут более прилежно учиться, будут еще лучшими, послушными и будут стремиться сдать и единый государственный экзамен, как сегодня он называется, или какой-то любой другой экзамен, неважно. А строительство 3-этажной школы в Галашке длилось год. Здание старое простояло целых 60 лет. На 700 учащихся открыли в марте школу и в Малгобеке. Ребята теперь учатся только в одну смену. Несколько школ разгрузила и открывшаяся в мае 6-я Насыркорская школа. Сюда перешли учащиеся из 5-й, 10-й и 17-й школ. Левое крыло здания занимают классы для младшего звена и игровые комнаты. Правое для старшеклассников. Мне нравится все. Но больше всего мне нравится то, что все ученики 6-й школы будут развиваться, будут учиться на 5. И желаю им счастья. Очень нравится школа внутри и снаружи. Ее построили рядом с нами. Не надо будет 10-ю школу переходить через трассу. В мае прошлого года с рабочим визитом в Ингушетию приехала заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. В рамках поездки она ознакомилась с работой ряда социально значимых объектов. И в открытии такого крупного объекта, как новая школа, не могла не принять участие. Все правительство России, все правительство вашей республики заботится о том, чтобы у вас были хорошие условия для вашей учебы. И я надеюсь, что действительно в этой новой школе никаких двоек не будет. Вы будете учиться только на 5 и 4. Но самой крупной школой в регионе, да и на всем Северном Кавказе, стал Центр образования, открытый к новому учебному году в столице. Здесь актовый зал на 750 человек, столько же и в большой и просторной столовой, а также 4 спортивных зала. Уникальность нового образовательного центра еще и в том, что объект состоит из 3 учебных корпусов, где организовали раздельное начальное, среднее и старшее обучение. Здесь все виды спорта, это очень хорошо, потому 4 что спортзала. Не надо сразу здесь можно позаниматься, не надо ходить в другие места. Образовательная программа тоже особенная. Гуманитарии, биологи, математики. Детей будут делить по талантам, и здесь же они будут трудиться над домашним заданием. Не говоря уже о целом списке дополнительных кружков: вокал, шахматы, дзюдо и многое другое. А учащиеся выпускных классов будут изучать навыки самых востребованных рабочих профессий. А в День Конституции страны в Назране открыли 12-ю школу. Для нас такой маленький, небольшой храм науки – это огромный, я не знаю, там бальзам для всей страны, для всего государства российского. Поэтому, когда такое качество, мы всегда переживаем только за наполнение этого прекрасного храма большими или качественной системой образования. Но когда такие замечательные ученики, я сам большой, школа живет своими учениками. Я считаю, что с такими потрясающими учениками, я думаю, что это лучшая школа, одна из лучших школ у нас на территории Северного Кавказа. В начале года в селении Верхние Очулыки открыли детский сад «Солнышко». Дошкольное учреждение изначально было рассчитано на 220 малышей, но условия позволяют увеличить число воспитанников в 2 раза. Очень нужен этот садик, потому что мы, сельские жители, без этого никак. Первый раз у нас такое удовольствие для нас. Это большое счастье, что у нас садик открылся.
Одной из главных задач в сфере общего образования на ближайшие годы остается ликвидация двусменки в школах и переход в одну смену. Так, в 2017 году в регионе завершено строительство 7 дошкольных и 9 общеобразовательных учреждений. Это обеспечило 6 тысяч мест в школах и 1500 в детских садах, очередность в которых в прошлом году по сравнению с 2016 снизилась на 28%. Залина Могушкова, Светлана Томова, Новости 24. На обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности оказываемых услуг направлено строительство объектов здравоохранения. Перинатальный центр, детская больница, онкологический диспансер и ряд других. За последние годы в Ингушетии введены в строй важнейшие для системы здравоохранения объекты, благодаря чему в положительную сторону изменилась медико-демографическая ситуация. Репортаж Ирины Тичоевой. Улучшение качества жизни напрямую зависит от самого важного направления – здравоохранения. В Ингушетии за последние годы построено множество объектов медицины, многие из которых для региона стали стратегическими. Здравоохранение Ингушетии за последние годы стало передовым. Построены объекты, которые существенно облегчили медикам оказание помощи. 4 июня 2011 года произошла долгожданная новость в сфере здравоохранения. Ингушский республиканский противотуберкулезный диспансер переехал в новое здание. Открытие долгожданного диспансера было просто необходимым. В здании успешно функционируют 3 терапевтических отделения. Палата для туберкулеза и ВИЧ-инфекции. На базе комплекса действует отделение лучевой диагностики. Раньше врачи ютились в приспособленном помещении в Гамурзиево. Очень сложно было, вы не поверите. Сидим мы в кабинете, это там в крепости, вот это старое здание. В одном кабинете у нас 3 врача. Но у нас так долгие годы и в большой поликлинике люди сидели. Манюсенький кабинет, ну так, 5 на 3, наверное. И больные туда идут. Вот понимаете, целый базар был. Больные, просто поток ужасно было. Вот в день, знаете, сколько было? До 40 человек точно было. За буквально последние 10 лет здравоохранение в корне изменилось в республике. Одно то, что за последние годы построено более 25 объектов здравоохранения, а если смотреть, что за всю историю развития Республики Ингушетия у нас не было ни одного типового учреждения для здравоохранения, а за последние годы их более 25, конечно же, это огромный прорыв. В регионе появились объекты трехуровневого и комплексного значения. На первое место ставится детство. Поэтому появление ДРКБ в районе Абигу стало знаковым событием. Больница рассчитана на 200 коек. Здание построено по федеральной целевой программе. На каждом этаже оборудованные палаты. Лечение самых маленьких пациентов здесь проходит на высшем уровне. В самом важном отделении реанимации работают высококвалифицированные специалисты. Все зависит и от рук врачей, но и от той техники и технологий, которые есть в его распоряжении. Здесь очень много молодых докторов, очень много тех ребят, которые еще только учатся, и даже есть подрастающее поколение, которые, как нам кажется, хотят быть врачами. И это замечательно, потому что здоровье нации – это самый главный показатель уровня жизни населения. Отделение травматологии и ортопедии, детской хирургии, отделение ЛОР, педиатрическое отделение, эндокринологическое отделение, отделение пульмонологии, кардиологии, ревматологии, отделение неврологии и, конечно же, это диагностические отделения, это функциональной диагностики, отделение рентгенологическое и клинико-лабораторная диагностика. Материнство и детство – самая важная отрасль жизнедеятельности любого региона. К 25-летию республики в Ингушетии открыли стратегический объект – центр мирового уровня, крупнейший на Северном Кавказе – перинатальный центр. Безусловно, перинатальный центр – самое главное достижение Ингушетии. На сегодняшний день в республике никогда не было таких мощных проектов. Ведь его открытие решило острые проблемы. Объект с общей стоимостью 2 миллиарда рублей построен благодаря республиканской целевой программе «Модернизация здравоохранения Республики Ингушетия». Он рассчитан на 130 коек и 100 посещений в смену. Построены объекты, которые на сегодняшний день оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. Уже в республике 5 крупных учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь и имеющих лицензии на эти виды помощи. И в прошлом году буквально у нас оказано более 2000 оперативных вмешательств по высокотехнологичной медицинской помощи. Если бы несколько лет назад, даже не
10-5 лет назад нам сказали, что мы начнем здесь, на территории республики, не выезжая, оказывать эту помощь, ну, тогда это казалось несколько таким призрачным. За 10 лет здравоохранение региона стало таким благодаря правильному курсу главы республики, который развитию здравоохранения уделяет большое внимание. Еще одним важным объектом по праву стала детская поликлиника. Открытие детской поликлиники состоялось в 2013 году. И здесь вновь высокая необходимость. Функционирует 39 кабинетов, которые оснащены всем необходимым. Отделение ортопедии, педиатрическое отделение, лабораторные обследования и рентген-кабинеты. Размещались мы в арендуемом помещении в здании республиканской взрослой поликлиники. То есть кабинетов врачам не хватало, условий для оказания первичной медико-санитарной помощи у нас было в тот период недостаточно, не было детских узких специалистов, дети осматривались во взрослой поликлинике специалистами взрослой поликлиники. Здравоохранение действительно сделало резкий рывок за последние годы. И здесь главную роль сыграла помощь федерального центра. Рядом с детской поликлиникой располагается взрослая поликлиника, которая тоже стала прекрасным подарком. Ранее взрослая поликлиника располагалась в здании РКБ в Назране. Поликлиника считается городской, на 300 посещений в поликлинике и на 100 посещений в женской консультации. Но, конечно, по сравнению с тем, что было, разница огромнейшая. Там ютились в кабинетах, где и нормативы были, значит, не соблюдены, маленькие кабинеты были. Ну, вот представьте себе, 6, 7, 8, 9 квадратных метров на кабинет, в котором 2 врача. 2 врача, 2 медсестры, еще 2 пациента. Это, конечно, тяжкие условия, плохие условия были. А сейчас, естественно, практически каждый врач принимает отдельно в кабинете. Созданы хорошие условия для работы врачей. Значит, имеется все необходимое для них. 22 декабря 2014 года состоялось важнейшее открытие в сфере здравоохранения Ингушетии – республиканский онкодиспансер. Новые корпуса зданий в сельском поселении Плиево были построены в рамках федеральной целевой программы. Новый онкодиспансер состоит из 4 блоков. Мы сегодня построили структуру здравоохранения такой, как она должна быть, да, что у нас есть все этапы развития, то, что мы организационно оказываем все виды помощи, это сегодня является базисом того, что мы будем дальше уже развивать и прогрессивно, и позитивно, и развивать и дополнительно те виды помощи, те профили, которые у нас еще не развернуты. За годы пополнились техническим оснащением практически все больницы и поликлиники Республики Ингушетия получила новые современные кареты скорой помощи, которые помогли улучшить работу службы скорой неотложной помощи, сократить время прибытия к пациентам, а также оказывать высококвалифицированную помощь на догоспитальном этапе. 12 автомобилей, из них 10 автомобилей класса. Все неотложки оснащены необходимым оборудованием в соответствии с приказом Федерального министерства по оснащению машин скорой медицинской помощи. Большое внимание в Ингушетии уделяется профилактике заболеваний. В регион приехали ведущие врачи Федерального медико-биологического агентства. Бригада из 60 врачей успела побывать во всех районах республики. Выявлены сотни заболеваний на ранних этапах, среди которых онкологические заболевания, злокачественные и доброкачественные опухоли. За месяц врачи осмотрели 15 тысяч пациентов, успели привить 1300 детей. Цель и задача, то есть это все-таки охватить максимальное количество людей, да, ну, соответственно, да, обратившихся к нам, да, и совместно с местными врачами, с местными коллегами мы будем работать. Это и выявление онкологических заболеваний на ранней стадии, и решение вопроса дальнейшего лечения, либо это здесь, на территории республики, либо это в федеральных клинических центрах Федерального медико-биологического агентства. Очень много, к сожалению, запущенных случаев. Это в основном люди пожилого возраста, которые по разным причинам просто не ходят к врачу. Либо далеко, либо просто не хотят, либо, ну, не знаю, лень, не знаю. Потому что если не лечиться, то ситуация будет только ухудшаться. И большинство болезней связано, конечно, с тяжелым физическим трудом, с подъемом тяжести, ну и так далее. То есть это все обусловлено факторами образа жизни. Ну, конечно же, диспансеризация очень важна. У нас как таковых проблем никаких не было, но тем не менее, когда нам позвонил педиатр и сообщил, наш участковый педиатр сообщил нам о том, что приезжают врачи хорошие, московские, мы сразу же пришли. Здесь на месте нам выдали карты,
сказали, по каким кабинетам нужно пройтись. Мы прошли по всем врачам. Очень вежливые и добрые врачи нам попались. Очень хорошие, все осматривали, все смотрели. С детьми очень хорошо себя ведут, если честно. Забота о здоровье нации в Ингушетии является приоритетной. Именно поэтому региональная власть работает на улучшение этих показателей. Специалисты медико-биологического агентства оказали помощь врачам республики в проведении профилактических медицинских осмотров населения. В первую очередь усилия были направлены на первичное выявление заболевания. Сказать, что бригада, которая состояла более 60 врачей, находилась на территории больше месяца и практически охватила более 15 тысяч жителей нашей республики. И, конечно же, для нас это явилось тоже своего рода подспорьем для того, чтобы мы проводили вот это диспансерное наблюдение. Традиция строить объекты продолжится и дальше. 26 лет – это сравнительно небольшой срок. А если оглянуться назад, понимаешь, сколько было всего сделано за годы усердной работы и развития здравоохранения. Нам удалось сократить детскую смертность, сохранить жизни людей, оказывать трехуровневые медицинские услуги, выявлять и лечить тяжелые заболевания, проводить редкие операции. Молодой регион с большой историей, у которого впереди лучшее будущее. Лина Сычоева. Итоги недели. Ингушетия вошла в список 17 регионов, на 100% выполнивших в 2017 году мероприятия в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма» на 2011-2018 годы. Около 63 тысяч российских и иностранных туристов посетили в прошлом году нашу республику. Цифра впечатляющая, учитывая, что в 2016 году гостей было меньше на четверть. О развитии туризма репортаж Тамерлана Хамхоева. Туризм в Ингушетии стремительно развивается. Количество туристов, посещающих нашу республику, из года в год растет в геометрической прогрессии. Этому способствует множество факторов. Уникальная природа Ингушетии в сочетании с древними памятниками архитектуры, радушие местных жителей, которые с радостью принимают гостей, и неизведанность нашего края, которая манит туристов со всего мира. Башенные комплексы, водопады, живописные ущелья, санатории и нетронутая природа, кристально чистые реки и свежий воздух. Все это не может оставить равнодушным даже самого взыскательного туриста. Жемчужиной Северного Кавказа и Ингушетии в частности можно считать всесезонный курорт Арымхи, расположенный в центре северных склонов в предгорьях Большого Кавказского хребта. ЛОК действует на базе лечебных санаториев и оздоровительных комплексов. Здесь есть все, чего пожелают туристы. Горнолыжная трасса, оздоровительные процедуры, лечение заболеваний, конные и велосипедные прогулки по окрестностям и многое другое. Ингушетия, сегодня мы в этом лично убедились, обладает колоссальным потенциалом по развитию туристического кластера. Те уникальные объекты культурного, исторического наследия, которые расположены в республике, это достояние не только всех граждан Российской Федерации, это достояние мировой цивилизации. Упор на туризм в Ингушетии делают не случайно. В этом направлении у нашего благодатного края огромные перспективы. Не дадут соврать многочисленные гости, у которых остались прекрасные впечатления от визита в Ингушетию. Так, в 2016 году Ингушетию посетил Альянс туристических компаний. Совершив экскурсию по башенным комплексам, ознакомившись с природой республики, гости выразили мнение, что количество туристов будет только увеличиваться со временем. Удивительная природа, масштабно очень, все очень красиво. Конечно, у республики очень большой туристический потенциал. Такого я, честно говоря, нигде еще не видел, да, так, не считая иностранные Альпы там, или еще что-то. Адреналина, вот особенно дорога, меня впечатлила больше всех. Я очень рад, что нас привезли именно сюда, в это место, вот в окружении вот этих прекрасных башен, которые вокруг меня, впереди меня, сзади меня. Я понимал, вот еще будучи в Ростове, да, что такое Галгай, это жители башен, строители башен. И понимаю, что почти ни у кого из кавказских народов этих башен не было. Это было в теории. Вот сейчас, когда мы прошли оттуда снизу, из ущелья реки Арымхи, сюда поднялись более чем на километр, да, по горам, я наконец-то понял, что такое для Ингушетии. Вот настоящая визитная карточка Ингушетии – это действительно башни. Около 63 тысяч российских и иностранных туристов посетили в 2017 году нашу республику. Цифра впечатляющая, учитывая, что в 2016 гостей было меньше на четверть, а в 2010 всего 3000 человек. Говоря о туризме, мы должны понимать, что буквально нашему туризму в Ингушетии немного лет. Даже можно сказать, что где-то 5-6 лет с тех пор, как мы начали интенсивно и планомерно развивать разные направления, в том числе и внутренний туризм, в том числе и по разным сегментам.
В 2017 году ингушский туризм плавно переместился с гор на равнину, но это не значит, что динамика развития этой отрасли спустилась с высокой точки вниз. Как раз-таки наоборот, этому поспособствовала перестановка акцента на другое направление – сельский туризм. Так создана Ассоциация сельских гостевых домов. Назир Мистоев, один из ее членов, раньше встречал туристов у себя на дому, но теперь решил расширить пространство. Построил отдельный двухэтажный гостевой дом, большие и светлые комнаты, здесь будет просторная столовая, а холл украсит башнями. Кроме того, Назир является и гидом. Разработали определенные маршруты, где-то 4-5 маршрутов, включительно равнинную часть и горную нашу часть Республики Жиравский район. В республике сельский туризм зародился еще 3 года назад. Тогда впервые был реализован гастрономический тур «Мархаш Халяль Тур». Он постепенно набирает популярность. Так, в 2017 году жители Назрановского района приняли у себя 500 туристов. Во время долгих посиделок за столом хозяева рассказывают гостям об этикете и обычаях ингушей. Несмотря на то, что идет такая глобализация, скажем так, да, здесь вот такие островки традиционности, да, и вы этому рады, и это помогает обществу, в принципе, развиваться, да, то есть не тормозит, а развиваться. Поэтому на самом деле, очень приятно. Я не ожидала, что все будет настолько великолепно, если честно. Для меня это шок. Наравне с сельским стремительно развивается и событийный туризм. Большая рыбалка на Назрановском пруду, к примеру, сплотила около 60 рыбаков из разных субъектов страны. Друзьям в гости приехал. Вот сказали, чемпионат там проходит. Решил попробовать порыбачить. Поудить на 2-й чемпионат Северокавказского федерального округа по спортивному рыболовству приехали даже самые маленькие рыболовы. Я хотел вот такую поймать щуку. Это была щука, и я хотел ее поймать. Это была щука. Только она оскочила у нас с папой. Попытаемся еще раз поймать ее. А в День народного единства ингушские хозяюшки напекли сотни лепешек на первом фестивале «Чапель-2017». Все желающие смогли отведать национальные лепешки с творогом, картошкой и даже с тыквой. Рецепт их вроде бы прост, но не каждый с ним справится. Литр простокваши надо добавить 25 граммов соды и 50 граммов соли я добавляю. И творог должен быть домашний. Туристический потенциал продолжает приковывать внимание российских и иностранных журналистов. Так, участники экспедиции Land Rover, открывая Россию, открыли для себя и для своих зрителей нашу республику. Невероятная красота и, разумеется, очень большая, глубокая история. И журналистам очень интересно глубже узнать, познакомиться, изучить все это. «Поедем, поедим в Ингушетию», сказали себе журналисты телеканала НТВ. Так и поступили. Съемочная группа в качестве первой локации программы о еде в динамично развивающейся и строящейся республике символично выбрали стройплощадку многоквартирного дома в микрорайоне Магасса. Ведущий Джон Уоррен на личном примере понял, что класть приправы в блюдо – это не то же самое, что класть кирпич. Я не знаю, какой номер квартиры вот это будет, но она будет стоить дороже, потому что Джон клал кирпич здесь. Джон Уоррен попробовал блюда национальной кухни почти всех народов России. И вот, наконец, его гастрономическую копилку пополнят рецепты ингушских блюд. Его программа уже была в эфире телеканала НТВ, а кто пропустил, может посмотреть ее в интернете. Самый вкусный, самый тающий во рту, самый... с пяточек до головы праздник, салют, фейерверки по всему телу, мурашки в животе. Это вот это халва. Докатился до Ингушетии и дом на колесах. Первая остановка ростовских журналистов – Аланские ворота и башня Согласия. Ну все, идем, и конца этой башни не виден конец этой башни. Ха-ха! Где-то были печки-буржуйки, а в некоторых... Ростов, Москва, Тайвань. География туристов вышла за пределы страны и ушла довольно далеко. Об Ингушетии узнали и на Тайваньском острове в Тихом океане.
Нам у вас очень нравится, все такое необычное и красивое. Конечно же, все самое интересное еще впереди. При въезде мы увидели большие каменные ворота. Тут все по-настоящему классно. Мы совершали тур по республикам Северного Кавказа, а Ингушетия – это основная часть нашего путешествия. Ростуризм готовит новую программу развития 15 перспективных туристских направлений, 2 из которых связаны с Северным Кавказом. Программа будет специализироваться на оздоровительном и горнолыжном туризме. Кстати, наш регион тоже включен в нее. Кроме того, в октябре 2017 года состоялось совещание главы Ингушетии Юнусбека Евкурова и заместителя министра России по делам Северного Кавказа Ольги Рухулаевой. Встреча была посвящена вопросам разработки стратегии развития туризма на территории СКФО до 2035 года. Глава республики заявил, прирост туристов растет с каждым годом, и дальше этому будет способствовать развитие 2 направлений. Хотим Джейрасский район, вот эти памятники нашей архитектуры, все-таки внести в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКо. Мы над этим сейчас работаем, будем работать и добиваться будем того, чтобы этот район вошел в целом. Почему? Потому что это огромный труд наших предков, и нам хочется это все, конечно, сохранить. Одним из таких направлений по развитию туризма, в том числе мы работаем над приданием статуса международного аэропорта Магаз. То есть со всех направлений мы работаем. Мы уже за последние несколько лет на равнинной части Ингушетии восстановили более сотни различных памятников или памятных мест в том числе. Это тоже такие привлекательные вещи. И я думаю, что маршруты с каждым годом будут меняться, и это будет лучше. Есть много очень общих проблем, начиная от продвижения. Просто никто не знает о том, как можно хорошо и интересно провести время на Кавказе, до того, что ресурсы не только по программе СКФО, но и по другим государственным программам должны как-то сконцентрированы быть и направлены на решение конкретных задач. И вот благодаря концентрации усилий и выявлению еще и самых острых проблем и самых перспективных направлений нам получится правильно создать точки роста туризма на Кавказе. За последние годы приобрели свою стабильную популярность всесезонный горнолыжный курорт Арымхи, туристические программы «Чайный экспресс», «Экспресс Кавказ», спортивные события «Битва в горах» и «Битва нартов». Таким образом, каждый турист находит здесь для себя что-то близкое. С каким трепетом относится к своей культуре, к своим героям. Даже гид, который нам все это рассказывал все это также со слезами на глазах, это настолько впечатляет. Я в шоке от того, что как можно было здесь, в такой гористой местности, построить такие возвышенности, такие башни. Это вообще умопомрачительно просто на самом деле. Подтверждается кавказское доброжелательство и гостеприимство. Весь Инстаграм у меня в цветочках все время. Вот здесь цветы, конечно, интересно. Если ромашки, то вот такие. Комитет по туризму Ингушетии также ищет новые туристические маршруты. К примеру, совсем недавно был открыт очередной маршрут к живописнейшему Экачежинскому водопаду, расположенному в Асиновском ущелье. 37-метровый водопад будет притягивать туристов со всего мира. Будем сейчас делать и анализ над 2017 годом, где мы не дорабатывали. Вот было недавно и послание главы республики Народному собранию. Там глава также особо выделил туризм, и сельскохозяйственный туризм, и агротуризм. Вот, и эти направления мы будем также увеличивать темпы развития. Помимо этого, планируется улучшить дорожное покрытие, ведущее к башенным комплексам Мерж, Мужган и Цеч-Ахки, что в Сунжинском районе. В эти места также наведались экспедиции в составе Комитета по туризму, органов местного самоуправления, заповедника Эрзи и других. Сама природа здесь благоволит развивать туризм. Но мы сейчас находимся именно на реке Фортанга, вот прямо на мосту реки Фортанга. Уже следующая точка башенный комплекс Цеч-Ахка, потом Мержи. Сегодня мы собираемся до них доехать. Граница заповедника определяется по реке Фортанга. Как только мы переходим через реку, мы находимся уже на территории заповедника. Территория заповедника в Сунжинском районе – это 19 202 гектара. Это достаточно большая территория, и здесь то там, то здесь, по ущельям, по склонам, по горным хребтам разбросано большое количество разнообразных архитектурных
объектов, в числе которых интересные по своей планировке, по формальным особенностям, по архитектуре, полубоевые, боевые башни, жилые постройки, хозяйственные объекты и в комплексе образующих достаточно интересные архитектурные ансамбли. Говоря о природе Ингушетии, нельзя забывать и о башенных комплексах Эгекал, Хамхи, Таргим, Эрзи, Нии, Йоули, Пялинг и многие другие. Чудеса архитектуры и по сегодняшний день удивляют всех. Туристы посещают эти места с огромным удовольствием и остаются под большим впечатлением. Расскажите, как вам вообще башни, как вам горы, как вам природа, что больше всего понравилось здесь? По тому времени, что вы здесь провели. Да, за то время, которое мы здесь, мне больше нравится окружающая меня природа, потому что она не свойственна той местности, где мы живем. Горы, они очень впечатляют, вдохновляют. Расскажите, как вы себя чувствуете, как ваши впечатления, не устали? Нет, не устали, башни очень интересны. Интересно, что 9-10 веков, и они сохранились, то есть уже в то время были такие вот способы строительства. Некоторые башенные комплексы с ходом времени оказались разрушены и нуждались в реставрации. Работы по восстановлению облика башен были проведены, к примеру, в Хамхи, Ляжги и Эгекале. Все башни были до такой степени разрушены, что, казалось бы, обратно отреставрировать такие башни было бы невозможно. Но нам удалось отреставрировать почти более сильно пострадавшие башенные комплексы. Реставрацией башенных комплексов занимается Минкульт. 2018 год для ингушского туризма проходит не менее насыщенно. На ежегодной международной выставке «Интурмаркет-2018» наша республика представила туристический потенциал. Под брендом Ингушетии была презентована продукция, производимая на территории республики. В частности, минеральная вода Ачалуки в различном ассортименте, натуральный ингушский горный мед, фрукты, сувенирная продукция, изделия из рыбьей кожи, фильмы шади. Ингушетия вошла в список 17 регионов, на 100% выполнивших в прошлом году мероприятия в рамках ФЦП развития внутреннего и въездного туризма на 2011-2018 годы. Между тем, по официальной информации, в 2017 году республику посетили около 63 тысяч российских и иностранных туристов. В текущем году в региональном комитете по туризму рассчитывают, что это число возрастет до 70 тысяч. Священный месяц Рамадан, безусловно, является лучшим временем для оставления всего непристойного и укрепления дружеских отношений. Более 2000 гостей собрал сегодня благотворительный шатер Рамадана в Насыркорте. Акцию приурочили ко Дню Республики. Вечер нашидов в рамках республиканского шатра Рамадана открыл один из самых юных хафизов страны Абдуллах Чахкиев, который прочитал суры из священного Корана. На мероприятии также выступили известные исполнители Заур Салихов, Хадис Сабиев, Иса Исымбаев, группа Ан-Нур, Асса и Нашидуль Ислам. В этом году впервые в мероприятии приняли участие муфтии из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольского края, Калмыкии, Волгоградской и Саратовской областей, а также муфтии Адыгеи и Краснодарского края. Приехала в республику и делегация из Чеченской республики. В рамках шатра Рамадана гости были награждены юбилейными медалями и ценными подарками. Глава региона пожелал всем, чтобы Рамадан укрепил духовное единство и пополнил сердца теплом, радостью и добротой. Подходит к концу самый святой, красивый, именно Всевышним выделенный месяц Рамадан. Месяц, который говорит нам, что нужно делать много-много добрых дел. Мы во все времена, проводя мероприятия, всегда говорили: торопитесь творить добро. И давайте вместе сегодня проведем Мардастер, а в целом, чтобы все понимали наш ифтар. Спасибо всем огромное, мира, добра и процветания нам. Дорогие братья и сестры, позвольте мне приветствовать вас словами Священного Корана. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.
и поблагодарить за оказанную честь. И поздравить вас с рождением вашей республики. Сегодня у вас юбилей. У нас продолжается месяц Рамадан, месяц ниспослания последнего откровения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Месяц блага и милости. Именно в поисках блага, в поисках милости, в поисках единения, установления, укрепления братских отношений, в том числе находятся здесь гости, которые приехали из разных регионов Российской Федерации. В Ингушетию мы постоянно приезжаем. Здесь нам очень приятно находиться, потому что народ очень дружелюбный народ. Поэтому огромное вам спасибо, Юнусбек Маматеревич. По поручению главы Ингушетии Юнусбека Евкурова для участия в акции были приглашены наиболее малообеспеченные семьи региона. Для них предусмотрели подарки, в том числе продуктовые корзины. Для совершения разговения в летнем амфитеатре было установлено 100 шатров, предусмотрели места для омовения и совершения коллективного намаза. Кроме того, участникам представили выставку, приуроченную ко Дню образования республики, а также небольшую ярмарку, организованную благотворительными фондами региона. В Ингушетию также по приглашению главы региона сегодня приехал один из самых знаменитых спортсменов в мире смешанных единоборств. Действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов со своим отцом, заслуженным тренером России Абдулманапом Нурмагомедовым встретились с ингушской молодежью. Подробности в сюжете нашего корреспондента. 26 побед, 0 поражений, 0 ничьих. Профессиональный рекорд Хабиба Нурмагомедова. Поэтому и интерес зрителей по всему земному шару к кавказскому бойцу смешанных единоборств неудивителен. Почитатели таланта Хабиба из Ингушетии собрались сегодня, чтобы встретиться лицом к лицу со своим любимым спортсменом. Рядом с чемпионом и его отец Абдулманап Нурмагомедов. Это работа, долгая работа тренера и ученика, отца и сына. Постарался быть где-то диктатором, где-то учителем, а где-то тренером. Ну, не знаю, мне кажется, получилось. Когда был первый бой, как дается весогонка, кто из оппонентов удивил его, а кто разочаровал. Поклонников ММА интересует буквально все. На вопросы своих фанатов Хабиб отвечает в присущей ему скромной манере, не забывая иногда разбавлять юмором. Разумеется, самый ожидаемый вопрос про следующий бой Хабиба Нурмагомедова. Когда будет защита пояса и кто станет следующим соперником дагестанского бойца. Но если говорить про достоинство, я думаю, Тони, наверное, больше заслуживает, потому что у него 10 побед подряд в UFC. Конечно, он заслуживает, но Конор почти 2 года не дрался. Но с ним у нас лично, а по достоинству, я думаю, что нельзя говорить, что Тони не заслуживает, потому что у него 10 побед подряд. Но у него травма сейчас, ему порезали ногу, точнее операцию сделали. Я эти моменты прошел, у меня было 5 больших операций, так что пускай сам тоже проходит. Вопросы прозвучали сегодня и в адрес Абдулманапа Нурмагомедова. Зная о том, что у отца Хабиба нет визы в Америку, наша съемочная группа не могла не спросить, были ли допущены ошибки воспитанникам дагестанского тренера в ходе своего крайнего боя против Элла и Квинты, в котором Хабиб завоевал чемпионский пояс UFC. В тактическом плане я попросил, чтобы первые 2 раунда были чисто борцовскими, изматывающими. Они были исполнены 100%. Долгие годы вместе с ним над повышением квалификации ударной техники работает Хавьер Мендес. Вторые 2 раунда, это 3-й, 4-й, я имею в виду, он посвятил Хавьеру Мендесу, стойки, вы видели. Ну и 5-м ему Хавьер сам посоветовал, вернись тем позициям, которые ты уверенно чувствуешь. Он это сделал. Я считаю, нормально. 5 раундов впервые провел, и это было удачно, до конца продемонстрировано, без больших рисков. Для ингушских спортсменов, как для тех, кто только начинает спортивную карьеру, так и для состоявшихся профессионалов, приезд Нурмагомедовых, безусловно, значимое событие. Им есть что подчеркнуть для себя из этой встречи. Но я думаю, за карьерой Хабиба следят практически все, не только бойцы ММА, а весь Кавказ, потому что такого бойца, как Хабиб, у нас на Кавказе только один, потому что чемпионский пояс, да и в России первый пояс в UFC. И я думаю, чтобы я мог подчеркнуть его борцовскую технику, его борцовский навык, вот это, что я мог у него взять. Ну, как боец, это Хабиб, конечно, это, можно сказать, элита ММА. ММА ассоциируется сразу с Хабибом. Это человек, который достиг в таком молодом возрасте абсолютно всего, чего можно достигнуть.
26 побед и ни одного поражения. Еще 2 боя, он может спокойно оставить этот спорт и войти в историю. Время вопросов подошло к концу, настала пора подарков. Футболки с подписью Хабиба Нурмагомедова были вручены 3 ребятам, которые задали самые интересные, на взгляд бойца, вопросы. Ну и музей Дворца спорта, радушно принявшего сегодня гостей, пополнился еще одним ценным экспонатом. Это называется чемпионская футболка. Эту футболку мне дали, когда я стал чемпионом. Мою забрали и ее дали. Подводя итог встречи, можно отметить, что подобные мероприятия для подрастающего поколения очень важны. Глядя на то, каких высот можно добиться в спорте благодаря трудолюбию и таланту, можно выразить надежду, что подрастающее поколение ингушских спортсменов в скором времени громко заявит о себе в мире ММА и не только. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. А после с почетными гостями встретился глава Ингушетии. Юнусбек Кевкуров отметил, что всегда рад видеть их на ингушской земле. К Хабибу, по его словам, здесь относятся с особым уважением и теплотой. Он является лучшим примером для молодежи во всем. Глава Ингушетии еще раз поздравил спортсмена с яркой победой в поединке с американцем Эллой Яквинтой и с тем, что Хабиб стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе. Руководитель субъекта также поблагодарил Абдулманапа Нурмагомедова за достойное воспитание, которое он дал сыну как отец, и за то, что вырастил столь выдающегося спортсмена как тренер. Получается, первый чемпион UFC, да, России. Ну, все ждали, пока ты эту дорогу пробьешь. Все в стороне стояли, сказали, что только Хабиб пока не станет, мы не пойдем туда. Теперь я думаю, что ты всем ворота открыл, теперь, иншаллах, все там начнут работать и показывать, потому что у нас ребята в состоянии результаты показывать и на Кавказе, и в стране, в целом России. Хорошие ребята растут, поэтому мы можем показать себя. А так, конечно, огромное спасибо, что вы приехали, и сегодня мы совместно проведем мероприятие. Сейчас прервемся на рекламу и далее в выпуске. Срок приема и оформления документов для паломников продлен. Насколько, расскажем в этом выпуске. Подарки больным детям. Сотрудники фонда соцстрахования навестили воспитанников дома-интерната в Троицком. Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск Home и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск Home. Назрань, улица Евлоева, 41. Продолжаем выпуск. Срок приема и оформления документов для паломников продлен до конца июня. Об этом главе Ингушетии сегодня доложил председатель комитета по хаджу республики Ахмед Тиркакиев. Он отметил, что крайняя дата приема документов паломников изменена в связи с многочисленными обращениями граждан. Он также сообщил, что вся подготовительная работа в аэропорту проведена. На текущий момент документы подали более 700 человек. Договора ютрами подписаны. На 6 арестовано 1500 человек. Полные договора подписаны. Вылеты ориентировочно будет 8, 9, 10 Кадина. По 2 рейса в день. 8 августа. 9, 10, да. Дальше Кахампутсулы обратно 27, 28, 29 августа. Танцы яйми, таежлом это на халхат обалбиан. Чувал арвал где-то под 50 градусов эйфисч. Поэтому так решили. Так-то халхяхтан графики. Шалла по поводу гостиницы. Медины и Мекки гостиницы договора у нас есть. Остается оплата, предварительная оплата. Я его дал шандали. Это в ближайшее время оплата я гостиниц хуги. Глава поручил держать на контроле взаимодействие с авиаперевозчиком и активнее работать в посольстве Королевства Саудовская Аравия для своевременного получения виз.
А между тем для выпускников продолжается экзаменационная волна. Сегодня сдавали химию и историю. Для проведения экзамена в республике предусмотрели 8 пунктов. Заявление на сдачу химии подали 583 выпускника, истории – 952. На тестирование по химии школьникам отводилось 3,5 часа, в то время как второй экзамен сдавали почти 4 часа. Минимальное количество баллов единого госэкзамена, необходимое для бакалавриата и программам специалитета по химии, составляет 36, по истории – 32 балла. Фрукты, сладости, одежда и игрушки. С такими подарками воспитанников дома-интерната в Троицком навестили сотрудники регионального отделения Фонда социального страхования. Проведение подобных акций для фонда стало уже доброй традицией. Всего в интернате воспитывается порядка 20 детей с различными диагнозами, начиная от ДЦП и тяжелой умственной отсталостью и синдромом Дауна. На самом деле эти дети чувствуют себя, как бы, мягко говоря, не очень хорошо, и ввиду чего редко покидают стены интерната и практически никого не видят. Не часто им приходится встречать гостей, ввиду чего мы искренне надеемся, что наш визит для них станет небольшим праздником, и в дальнейшем постараемся проводить для них эти мероприятия, станем для них настоящими друзьями. Изысканные блюда, разнообразные напитки, свежевыпеченные кондитерские изделия, салаты и другие продукты по низким ценам в широком разнообразии представлены в сети магазинов для гурманов. Для удобства и качественного обслуживания клиентов здесь трудится опытный персонал. Есть доставка на дом, ну и, конечно же, скидки в месяц Рамадан. Ната Ивлоева продолжит. Вот уже 15 лет сеть магазинов для гурманов радует покупателей приемлемыми ценами и широким ассортиментом. Здесь работают настоящие профессионалы, которые приготовят для всех желающих любое блюдо. В магазине представлено более 50 видов тортов, многообразие мясных и мучных изделий, более 30 наименований салатов. А при заказе любой готовой продукции на сумму от 500 рублей доставка бесплатная. Это еще не все. Выбор у нас есть, все всегда самое свежее. Выбор мясной, готовой продукции очень хороший, шикарный. Выбор кондитерки очень, спектр очень широкий у нас. Все свежее. А еще мы принимаем на мархаж заказы, заявки принимаем. Также на торты, пирожные, все мясные блюда, любые мучные блюда, а также из рыбы блюда готовим. В священный месяц Рамадан в магазине для гурманов действует акция. Каждый вечер с 17:00 на любую готовую продукцию предоставляется 20% скидка. Это мясные, кондитерские, мучные изделия. Акция также распространяется на заказы блюд мархаж, которые не за горами. Покупателей привлекает не только широкий выбор, но и демократичные цены. Заурбек Видзыжев, один из постоянных покупателей, говорит, в большинстве случаев закупается только в магазине для гурманов. У нас сейчас священный месяц Рамадан, и хотелось бы в основном все брать свежее. А здесь мы привыкли, что и все свежее, и все готово. Иногда бывают даже те случаи, когда ты приходишь домой, а домашние, старшие, что жена, что мама, что сестры, они настолько уставшие, что и готовить не хочется. И приходим сюда, все, что душа пожелает есть, все, что хочется есть. Поздравляю с священным месяцем Рамадан. Пусть все, что хорошее они сделали в этот месяц, пусть утысячерится, будет намного лучше. Пусть Всевышний воздаст каждому по его заслугам. Магазин для гурманов радует своих покупателей с 2003 года. Первый открылся в Назране по улице Чеченская, 5. Далее в Магасе по улице Гагиева, 3. В Карабулаке по улице Асканова, 97. Здесь можно приобрести все то, что пожелают покупатели, начиная с бакалеи, заканчивая бытовой химией и игрушками. От разнообразия кондитерских изделий просто разбегаются глаза, а вкусная еда оставляет море положительных эмоций и добрых воспоминаний. Ната Ивлоева, Ахмед Горбаков, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.